Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 137. Жизнеописание 24. Уйгур Толе Хая, министр чинов, главный борец с коррупцией Монгольской империи. Толе Хая, уйгур. Его семья из поколения в поколение проживала в местности Бишбалык. Его прадед Кахуабасашу во время похода Чингисхана на запад убедил уйгурского идукута встретить Чингисхана и присоединиться. Хан, восхищенный его проницательностью, захотел назначить его на должность, но он отказался, ссылаясь на скромность. Его дед, Балашу, переселился в Чжэндин и дослужился до должности Чжэньфу губернатор Шуайфу. Будучи богатым и щедрым, любил помогать людям. А если должник не мог вернуть деньги, он сжигал долговые расписки. Люди называли его благородным мужем. Отец его Чиличи был честным и чистым душой, любил читать книги. Толе Хая с детства любил учебу, отличался остроумием и необычайной сообразительностью, отличался спокойным нравом, даже в спешке не проявлял суетливости, любил общаться с учеными мужами, а к развлечениям вроде охоты, музыки и женщин относился равнодушно. После повышения с должности императорского секретаря он был назначен начальником канцелярии в Нинцзине. Позже его перевели на пост Даругачи, наместник в уезде Лунпин. Там он уравнял подати, открыл школы, поощрял земледелие и боролся с бедностью. Беспристрастно разбирал судебные тяжбы. Занимался строительством мостов, ирригацией и созданием запасов на случай неурожаев. Когда срок его службы истек и он уезжал, народ воздвиг каменную стелу в память о его правлении. Затем он был назначен Цзяньчи Юйши, инспектор-цензор. В то время Цзяньчжэн, советник провинции Цзиньси, убил своего младшего брата. Но судебное дело долго не решалось. Толе Хая провел одно единственное разбирательство и добился признания. Позже служил в Юньнане в должности следственного инспектора, Сучжэн Линьфанцы, заботился о справедливости и не злоупотреблял мелочными придирками. За 6 лет пребывания в должности он снял с постов более 140 коррумпированных чиновников, был вызван в столицу и назначен начальником управления налогов в Министерстве финансов империи Хубо. Затем он стал Юсы Юаньвайлом, заместитель начальника правого управления. Позже был повышен до начальника правого управления Юсы Ланчжун. Его вклад в составлении государственных планов был велик. Когда наследник престола Аюба Рибажень Цзун был еще принцем, он знал о любви Толе Хая к учебе и пожаловал ему канонические книги из императорского хранилища, а также изображения мудрецов и достойных мужей. Современники считали это особой честью. Когда его мать, госпожа Ху, скончалась, он так горевал, что истощал до костей. Император, узнав о смерти его матери, пожаловал ему 50 тысяч связок медных денег на похороны. Затем он был назначен министром кадров и чинов, Либу Шаншу, назначал и распределял должности в соответствии с способностям и его хвалили за справедливость. Позже он был переведен на пост министра ритуалов, одновременно руководя делами палаты приемов иностранных послов. Был повышен до почетного звания Чжун Фэндафу и назначен советником-умиротворителем Сюаньвэйши провинции Хубэй. Как раз тогда жители ущелья Санси испытывали голод, и Толе Хая сначала открыл государственные амбары и раздал продовольствие, а уже потом доложил об этом. Такое решение получило одобрение при дворе. На третий год эры Чжи 1323 год он был переведен на должность наместника региона Хуайдун. В 7-м месяце он скончался от болезни в Гуанлине в возрасте 67 лет. Посмертно ему были пожалованы звания Тонфэндафу, Цзяньчжэншена, заместителя начальника секретариата провинции Хэнань Цзинбэй, а также защитника армии Ху Цзюнь. Он был посмертно удостоен титула герцога Хэншань. Его младший брат, Гуаньинно, был честным, проницательным и способным и также занимал высокие и почетные посты.